С 1 по 3 ноября в Северо-Восточном федеральном университете состоится обучающий семинар «Якутская литература по-русски» для молодых переводчиков художественной литературы с якутского языка на русский. И сегодня в нашей студии рада представить вам наших гостей: Ирину Сергеевну Алексееву, директора Санкт-Петербургской школы перевода при университете Герцена, и Альбину Витальевну Бояркину, доцента кафедры немецкой филологии СПбГУ. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. Но мы знаем, что это ваш приезд связан с общероссийским проектом, который поддерживается министерством. Вот расскажите, что за проект, и мы знаем, что Якутия в числе первых. Да. Это большой очень проект, который организовала Российская академия образования, и он очень поддерживается Министерством образования России и направлен на поддержку перевода с языками народов России. Вот мало кто знает, что в России 37 государственных языков, а не один русский, да? 37. Один из крупных языков и, главное, успешно развивающийся – это якутский. Поэтому мы решили начать с якутского. Эти семинары пройдут по всей стране, но моделью будет якутский. Как интересно. Альбина Витальевна, вчера уже в рамках вашего приезда очень много будет мероприятий, да, одно из главных – это круглый стол вчера состоялся. Вот расскажите о нем. Я думаю, что о круглом столе подробно расскажет Ирина Сергеевна. Я хотела только подчеркнуть, что в результате нашего семинара, который пройдет 3, почти 4 дня, мы планируем издать книгу. И мы благодарны нашим якутским коллегам, которые смогли найти очень интересные тексты якутского автора Тимофея Сметанина. И мы планируем к 100-летию, к юбилею этого автора в следующем году издать книгу переводов с якутского на русский язык. Вот для нас это очень важно. Ну а чем вообще интересен перевод с якутского языка для вас? Лично для вас. Нет, нам он интересен, потому что это совершенно другая культура. У нее очень большие традиции. И совершенно удивительно, что есть не только студенты, которые хотят потом переводить, а ведь есть преподаватели, которые переводили уже эпос якутский, знают, как это делается. То есть культура перевода здесь тоже есть. Да? Но есть и большие проблемы. Мы вчера на круглом столе обсуждали. В частности, конечно, как и в любом языке, который долго жил под эгидой какого-то более крупного языка, так как якутский под эгидой русского, довольно мало переведено мировой литературы на якутский язык, например. Да? То есть немножко упрощенная картинка возникает, когда ты что-то хочешь читать по-якутски. Нет Сервантеса на якутском языке, понимаете? Дон Кихота нет. А вроде бы уже пора. И вот это мы вчера и обсуждали. Как вести дальше работу, а эта работа непростая. В ней должны участвовать и власти, в ней должны участвовать образовательные организации. Но энтузиазм большой, студенты потрясающие. Мы вчера обсуждали первый текст, это была сказка, да, Тимофея Сметанина. Переводили 3 девочки, 3 варианта перевода. Это просто здорово, потому что русский очень хороший у этих девочек, да. Умение видеть стиль очень хорошее, то есть нам важно, что здесь есть та база, да, образования, которая позволяет идти дальше. Что ж, спасибо, уважаемые гости. К сожалению, так мало времени. Очень ждем вас снова в студии, и уже конкретно, когда начнется работа, да, и обязательно будем освещать в нашей программе.